В Южной Якутии появится горно-обогатительный комбинат «Таежный». Сейчас идет активная подготовка к началу строительства. Богатейшие залежи руды будут разрабатывать в крайне суровых природных условиях. И это не единственное крупное предприятие, которое начнет работать в регионе в ближайшее время. О программе комплексного развития Дмитрий Макаров. Уже через 2 года на месте этой глухой тайги появится вахтовый поселок на сотни человек. В Южной Якутии на границе Алданского и Нерюнгринского районов готовятся к началу разработки богатейших залежей железной руды. Месторождение названо Таежным. Рядом с Таежным месторождением проходит железная дорога и федеральная трасса Лена. Такое удачное сочетание позволит, начав строительство комбината в 2015 году, завершить его в кратчайшие сроки. О том, в каких тяжелых условиях придется работать пионерам металлургической промышленности Якутии, знают работники одноименной железнодорожной станции. Зимой приходится постоянно бороться с последствиями сильных метелей, а летом оберегаться от нашествия диких животных. С собакой ходим, она чует медведя. Может, медведь собаку боится, может, нас боится, не знаю. Слава богу, кто к нам не приходил еще. Начало строительства запланировано на 2-й квартал этого года. А в 2017-м начнутся работы по добыче полезных ископаемых. Ежегодно 3 миллиона тонн добытой руды здесь будут проходить стадии дробления и обогащения. После чего сырье по железной дороге повезут на Западно-Сибирский металлургический комбинат в Новокузнецке. В первую очередь территория получит новые рабочие места. Исключительно мы ориентируемся на местное население. Мы рассчитываем привлечь до 1000 рабочих мест. Также будут произведены бюджетные налоговые отчисления на всех уровнях. Комбинат «Таежный» – один из пунктов проекта комплексного развития Южной Якутии. Этот регион издавна славится богатыми запасами природных ресурсов. В перспективе здесь будут построены новые предприятия по добыче железной и урановой руды, угля и апатитов. Корпорация развития Южной Якутии была создана для консолидированной подачи заявки и для продвижения проекта «Комплексное развитие Южной Якутии» на основе государственно-частного партнерства. А общая стоимость этого проекта составляет в ценах 2007 года более 400 миллиардов рублей. Из них государственная поддержка, которая планировалась, свыше 100 миллиардов. В активную фазу строительства вступил еще один крупный объект – угольный комплекс Инаглинский. В его состав войдут шахта и обогатительная фабрика. По оценкам экспертов, к 2023 году здесь будет добываться более 10 миллионов тонн твердого топлива. Часть будет направляться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И транспортная схема очень удобная, и наличие портов, ближайших к Нерюнгринскому району, и железнодорожные переезды способствуют тому, чтобы район развивался и ориентировался как раз на экономику Юго-Восточной Азии. Строящиеся горнорудные предприятия позволят поддержать экономику региона, а создание новых рабочих мест решит проблему оттока населения из промышленных поселков Южной Якутии. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков, Вести, Южная Якутия.